Все, можно начинать. Уже все, да? Да. Здравствуйте, дорогие учителя. Сегодня у нас 4-е республиканское методическое объединение учителей географии. Мы вас приветствуем. Сегодня замечательный день, День космонавтики. Мы вам желаем таких же высот, значительных в вашей работе. Итак, сегодня у нас 2 вопроса. Планировалось 3 вопроса. Присутствуют сегодня следующие учителя. Лариса Михайловна, учитель географии школы номер 2 села Вильгард. Елена Михайловна Пашнина, учитель географии школы номер 36 города Сыктывкара. Селявка Виктория Владимировна, учитель географии школы номер 38 города Сыктывкара. И я, Ольгова Надежда Васильевна, методист, преподаватель СГУ. Итак, у нас следующие сегодня вопросы стояли. 3 вопроса. Мы постараемся сегодня осветить только 2 вопроса, так как проблемы совершенствования и оценки профессиональной компетентности учителя мы не можем сегодня этот вопрос затронуть из-за занятости Нырковой. Но вы можете, вы там, пожалуйста, включите, вы можете ознакомиться с выступлением по ссылке. И вот перед вами здесь ссылка. На каждом заседании разных учителей она выступала, поэтому вы можете посмотреть и познакомиться. Все, что касается совершенствования и оценки профессиональной компетентности учителя в плане аттестации. Следующий вопрос, а он вот у нас сегодня первым. Концепция развития географического образования в Российской Федерации. Обсуждение позиций, возможность реализации в предмете и проблематика реализации. Когда мы говорим о концепции образования, то прежде всего надо отметить следующее, что эта концепция уже не нова, ее обсуждали и на съезде учителей географии, она публиковалась и имеет, как говорится, вы имеете возможность прочитать об этой концепции подробнейшим образом. Однако на сегодняшний день мы должны осветить основные моменты именно этой концепции. Настоящая концепция представляет собой систему взглядов на базовые принципы, приоритеты, цели, задачи и основные направления развития географического образования и просвещения в Российской Федерации, а также определяет механизмы, инструменты, ресурсное обеспечение, целевые показатели и ожидаемые от нее реализации результаты. Рассматривая концепцию, она прежде всего основывается на историко-культурном стандарте, концепции развития математического образования, концепции развития преподавания русского языка и литературы, государственная программа патриотическое воспитание граждан до 2020 года. Об этом непосредственно отмечено и указано эти документы, которые легли именно в концепцию географического образования. Говоря о значении географии и географической культуры, можно говорить не 1 час. Но время у нас ограничено, поэтому, конечно, вы прекрасно понимаете, это основополагающая дисциплина. Она формирует национальную идентичность человека. Надо отметить, что Организация Объединенных Наций географию включает в разряд 4 основных предметов, которые формируют молодое поколение. Это прежде всего такие предметы, как география, математика, история и язык, так как все эти предметы являются именно самыми главными, в том числе и наша география. Она играет особую роль, прежде всего, потому что знакомит с нашим государством, размерами, географическим положением, территорией, природой, этническим, историко-культурным разнообразием, традициями, развитием хозяйства, экономикой.
Поэтому, конечно, география – это предмет, который является очень важным предметом формирования наших ребят. Система географического образования и просвещения призвана обеспечить подготовку грамотных специалистов не только в области географических наук, но и в сферах экономики, государственного, муниципального управления, обороны, безопасности, территориального планирования, рационального природопользования, инженерии, международных отношений, журналистики, туризма, экологии. Должный уровень образования и воспитания молодежи, формирование у нее понятий гражданственности, патриотизма, внимание к национальным истокам, социальной ответственности, географической грамотности, экологической культуры. Все это, соответственно, призвано осуществлять география, наше географическое образование. Конечно, очень важным являются и те проблемы, которые сегодня существуют в плане экологической, допустим, небезопасности, загрязнения окружающей среды. Все эти проблемы тоже рассматривает география. Ни один предмет так не экологизирован, как наш предмет география. Практически по многим позициям мы тут идем впереди. Даже биологии, которая прежде всего тоже должна обеспечивать экологизацию образования, но в том числе именно география решает здесь основную роль. Проблемы изучения и преподавания географии их много. Проблемы мотивационного характера. На сегодняшний день низкий престиж географии. Как таковой в школе, обществе в целом. С чем это связано? Да с многими, конечно, такими направлениями. Это непониманием, недооценкой значимости географического образования для повседневной жизни, деятельности человека. Невостребованностью географии как предмета на вступительных экзаменах. Мы уже говорили, даже на профильные вузы сегодня порой сдают не по географии, а по другим предметам. И только 3-4% учащихся выпускников сдают на сегодняшний день географию. Это очень, конечно, мало. Раньше на многие направления и на экономику и многое другое сдавали прежде всего вступительный экзамен по географии. Недостаточно дидактически обоснованный отбор содержания в школьной географии. Он существует, как и переизбыток географической порой информации. Это затрудняет усвоение, прежде всего, географию, а порой выходит на работу только статматериалом, что тоже является, конечно, одной из проблем сегодня географического образования. Проблема содержательного характера, которая существует, они идут от формирования национальной идентичности, патриотического воспитания, повышения значения курса именно географии России. Курс географии России, который изучается в течение 2 лет, это 8 и 9 класс в системе школьного географического образования, должен формировать и национальную идентичность, и патриотическое воспитание молодежи, и показывать прежде всего во всем многообразии, красоте нашу родную природу, развитие хозяйства. Однако и курс экономической и социальной географии мира требует совершенствования с целью фокусирования на формировании школьников целостного представления о роли России в окружающем мире. Поэтому, когда мы рассматриваем развитие той или другой отрасли, обязательно мы должны пояснять и представлять, а где же наша Россия, на каком она месте в развитии машиностроения, химической, лесной и так далее, промышленности, сельского хозяйства. Действующим учебным планом география как учебная дисциплина включена в учебную область общественной науки, в то время, как мы прекрасно знаем, что география – это такая наука и такой учебный предмет, который рассматривается как птица, имеющая 2 крыла. Одно крыло общественное, а второе крыло – это крыло естественно-научных дисциплин или природное. Поэтому, конечно, это ошибка, когда мы географию включаем только в общественные науки, так как это и общественная,
и, естественно, научная дисциплина. В содержании явно недостаточное внимание уделено географии человеческой деятельности. Оно остается недостаточно прежде всего по той причине, что на протяжении длительного времени вопросы, связанные с социальной сферой, они у нас в учебниках отсутствовали. И это связано, конечно, с недоработкой ученых в этом плане. Недооценено значение проведения школьниками комплексных, междисциплинарных, конструктивно-географических исследований. Нет практически у нас повторения и закрепления, так как объем материала огромный, и каждый урок – это новая тема. Это тоже одна из очень важных проблем сегодня. Отсутствие научно обоснованных представлений о базовом минимуме, необходимой для усвоения учащимися информации, утвержденных перечнем минимума основных понятий, терминов, закономерностей, географической номенклатуры. И если раньше все эти вопросы четко были прописаны, и имело место какой понятийный аппарат, какая терминология, список номенклатуры по классам, то, соответственно, сегодня в концепции не случайно поднимают и эти проблемы. Методические проблемы требуют совершенствования методики и приемов формирования, поддержания высокой учебной мотивации учащихся к изучению географии. Почему? Да потому что сегодня уже новые технологии. Это информационно-коммуникативная технология, это игровая технология, модульная технология. Можно массу технологий привести, которые все направлены на мотивацию обучения учащихся. Важной проблемой являются и кадровые проблемы. Раз низкий престиж профессии учителя географии, а он существует, направление педагогической подготовки мало востребовано среди выпускников старших классов общеобразовательных учреждений. Практически отсутствие конкуренции и низкий проходной балл в педагогические вузы, в том числе на географические специальности. Поступление выпускников школ со слабым уровнем подготовки, а значит и в будущем это будут на этом уровне и учителя выпущены, и как замкнутый круг. Кадровые проблемы, они остаются. Нарушение смены поколений и кадровый дефицит. Значительная часть выпускников по окончании педагогического вуза не работает по специальности. Я могу сказать, что наших выпускников можно встретить в магазине работающих, встретить на железной дороге и так далее и тому прочее. То есть получается, что по окончании не все идут работать по специальности. Так, цели концепции. Устранение существующих недостатков в системе географического образования и просвещения, обеспечение ее соответствия современным потребностям государства и общества. Это основные цели, конечно, концепции, которые ставятся. От цели мы исходим и выходим на задачи. Это модернизация содержания географического образования на всех уровнях при соблюдении их преемственности, определение содержания базового и углубленного уровня, географического образования в основной и старшей школе, подготовка современных учебно-методических комплексов нового поколения. Тут надо остановиться на этих комплексах учебно-методических, потому что их очень и очень много, поэтому будет изменение и включение до 2 в будущем линий этих учебников, потому что такого большого брожения, которое сегодня существует практически по всем предметам, мы уже прекрасно знаем, что по истории подошли вообще к одному комплекту учебно-методических комплексов. Соответственно, то же самое по русскому языку. Сегодня утром, посмотрев передачу, я, например, видела по истории учебник, в котором неправильно и школьница, умница, которая говорит: посмотрите, пожалуйста, Канада, указана столица Монреаль. В учебнике значит, снова же истории
отмечено, что Волга впадает в Черное море. То есть кто судьи, кто посмотрел, кто оценил эти учебники, кто допустил такие учебники, в которых географические факты поданы таким образом. Поэтому, конечно, вот на это нужно обратить внимание. Я могу также сказать, что в учебнике, по-моему, 2 класса по коми-языку вместо «мать» и «мачехи» помещена фотография такого растения, как одуванчика, цветущего. А при цветении «мать» и «мачехи» никаких листьев там нет. То есть получается, что наряду с тем коллективом учителей, или это будут учителя, или специалистов, необходимо посмотреть достоверность информации по географии, по биологии, по многим предметам. И поэтому, конечно, если авторы учебника указаны, то не указаны, надо отметить те, кто давал рецензию на этот учебник, и как посмотрели на этот учебник, в каком направлении. Поэтому, конечно, очень жаль, что отменены сегодня, я могу сказать, что, наверное, вы все получили замену учебников по географии, исключенных из ФПУ, на рекомендованные к использованию. Поэтому надо отметить, что учебник Дронова и Рома, он отменен. Классическая линия. Дронов, Баринова, Ром, тоже отменен учебник. Таможня, Толкунова, география России. Ну и предлагаются такие учебники, как Алексеев, Николина, Лапкина, география, полярная звезда, Лобжаница, Кузнецов, Савельева, Дронов, география, линия УМК, сферы. То есть обратите внимание, что вышли до этих линий, когда уже 2 линии предложены для использования, но надеемся на то, что, наверное, в будущем будет только 1 учебник. Надо отметить, что, выступая как-то по учебникам, наш президент Владимир Владимирович Путин отметил, что во многих учебниках большие недоработки, в том числе по учебнику географии, где отмечается об отсталом развитии сельского хозяйства, об отсталом развитии ряда других отраслей, хотя вот за этот период сделан большой рывок вперед в развитии и сельского хозяйства нашей страны, в целом агропромышленного комплекса, а также строительной индустрии и многое другое, которые не отражены в учебнике, а в атласах мы находим те же ошибки, которые существуют. Посмотрите атлас Республики Коми машиностроения, отмечено машиностроение в городе Сыктывкаре. О каком машиностроении там говорится, мы не понимаем, потому что ни одно предприятие машиностроения нет в нашем городе Сыктывкаре. Были ремонтные мастерские, был СМЗ, который обанкротили в свое время. Поэтому, конечно, подход даже к составлению всего учебного комплекса, не только учебников, он требует значительного пересмотра, значительной доработки и, конечно, определения всех этих направлений. Определение методов работы, технологий, набора учебных материалов, конечно, ложится на учителя. Прежде всего, каждый учитель имеет право выбрать те или другие технологии, те или другие методы, учебный материал, но это тоже, соответственно, выходит как задача концепции. Здесь тоже должны помочь методисты опытные именно и в этом направлении. Определение минимума необходимой для учащихся информации, базовой географической номенклатуры и требований, достигаемым предметным результатом, потому что сегодня это очень является важным, именно предметные результаты. Это работа учителя и работа каждого ученика в этом направлении, результативность его работы, которая оценивается и школой, и родителями, и в целом, соответственно, на уровне и республики и так далее. Совершенствование содержания и форм оценки образовательных достижений учащихся по географии. Это все задачи, о которых мы с вами отмечаем. Тут можно много, конечно, говорить о задачах определения форм организации, внешкольной и внеурочной деятельности, дополнительного образования. Если раньше каждый учитель у нас в школе должен был вести какой-то кружок, а то и не один кружок, я уже не говорю о
многих других там секциях и прочее, олимпиадном движении и так далее, то сегодня практически учителя некоторые превращаются в урокодателя. Урок дал и свободен. Конечно, этого не должно быть. Обеспечение повышения качества подготовки, повышение квалификации, а также повседневной работы учителей, преподавателей географии. Потому что, конечно, если учитель перестает учиться, он перестает быть учителем. Как-то я тут уже говорила, смотрела передачу по программе «Второй» выступал врач, который одновременно ведет там то, что связано со здоровьем. И он сказал, что он врач не в одном поколении, но он также постоянно учится, потому что врач, как и учитель, они должны постоянно получать новые знания, новые направления своей работы. Разработка комплексных мер поддержки лидеров географического образования, популяризаторов географии, молодых ученых, специалистов, организаций, отдельных педагогов, ученых, а также структур, формирующихся вокруг лидеров. И эта поддержка, она сегодня, конечно, идет, которая выходит и тех учителей, которые дают на те или другие гранты, соответственно, участвуют в конкурсе «Учитель года» и так далее. Поэтому, конечно, эта поддержка должна постоянно проводиться. Ну, а то, что географические знания должны доходить до всех, это деятельность, которая должна быть связана и с изданием журналов, всевозможных статей в газетах и так далее, книг по географии. Конечно, она должна присутствовать. И здесь огромную помощь будет оказывать, как уже планируется, Русское географическое общество и многие другие, соответственно, издания. Так, основные направления реализации концепции, они идут от дошкольного и далее. Говоря о дошкольном образовании, мы тут только очень кратко вывели основу для полноценного восприятия программы основного и среднего общего образования. Но необходимо также отметить, что формирование элементарных понятий аппарата России, ее географическом, природном, культурном, этнографическом, социально-экономическом разнообразии и так далее. Вот посмотрев за 4 класс ВПР, который по окружающему миру, я могу отметить, что там есть вопросы, в каком субъекте, допустим, Российской Федерации ты проживаешь, спрашивается ученика, какая столица или областной центр, какие имеются памятники, культуры и так далее. То есть какой вид транспорта ведущий, многое другое. Так что я считаю, что и на уровне именно начального общего образования здесь тоже поставлено очень многое по развитию как раз и дальнейшего восприятия уже географического образования, так как интерес ребенка должен быть и к самостоятельным наблюдениям, изучению родного края и многое-многое, конечно, другое. Именно познавательный интерес, который должны заложить в дошкольном и начальном образовании, он должен проявиться к интересу нашего предмета, в том числе предмета географии. Основное общее образование, которое мы рассматриваем от 5 класса до 9 включительно, оно затрагивает следующие такие моменты основные, что использовать потенциал географии как яркого, увлекательного, образного предмета. И здесь мы, конечно, прекрасно понимаем. Я до сих пор вспоминаю, когда я училась по географии, столько много было внимания уделено описательным таким моментам в плане нашей природы. Если уже давалась река Волга, то описание, где истоки реки Волги, откуда она берет начало, на Валдайской возвышенности, как она протекает, какие притоки она принимает. Настолько яркая была картина, что она врезается в память.
Сегодня мы стараемся это, как говорится, убирать, но тем не менее, я думаю, что описательный план, развитие интереса, яркость, образность, она должна присутствовать в нашем предмете, в предмете географии. Воспитывать чувство патриотизма, гражданского долга, глубокого понимания национальной и государственной специфики. Поэтому, насколько мы сможем показать красоту родной природы, развитие, многообразие национальностей и так далее, мы этим самым воспитываем и патриотизм, и гражданский долг, и понимание именно специфики. Далее вестись по учебникам географии нового поколения. Мы сегодня уже затронули это. Да, конечно, учебники нового поколения, они замечательные учебники. Они обладают 10 основными принципами. И один из принципов учебников нового поколения – это то, что они должны рисовать яркую, образную картину. И картину не просто яркую, образную, а достоверную картину о нашей земле. Понятно, что они должны там быть ориентированными, так, и сочетание должно быть обязательного, вариативного компонента. Понятно, что сегодня должны быть и новые хрестоматийные материалы для учащихся. Надо отметить, что хрестоматии, если посмотреть, которые существуют, которые имеются, и они также раскрывают и дают представление о географии. Порой вчитываешься в них и видишь, насколько люди, которые писали этот хрестоматийный материал, передают образ нашей страны, образ других территорий ярко и точно. Поэтому даже порой старые материалы намного интереснее. Но требуют, наверное, я думаю, что переиздания. Но сегодня электронные учебные пособия имеют большое значение. Необходимо отметить, что и в основной школе необходимо уделить внимание дополнительному образованию, географическим всевозможным соревнованиям, опережающей подготовке учащихся. 10 и 11 класс у нас сегодня – это среднее общее образование. Среднее общее образование пока еще существует до 11-летнего образования, но, однако, рассматривались вопросы, и много раз поднималось, чтобы среднее образование перешло на 12-летнее образование. Как этот вопрос будет решаться? И концепция будет ли учитывать, так как во многих государствах Европы, Америки образование более продолжительное. Это бы дало возможность более, может, детально изучить и свою республику, республику Коми, изучить детально многие другие вопросы. Не было бы, может, столь загруженности учащихся, потому что, да, мы понимаем, что сегодня физкультура важна. Сегодня важными являются вопросы, о которых мы говорим, и компьютерной грамотности учащихся, изучение иностранных языков, и грамотность связана с русским и так далее, и так далее. Но, тем не менее, как мы видим, что подготовка может осуществляться на базовом и углубленном уровне. Чаще всего осуществляется на базовом уровне географическое образование. Несколько только школ по республике Коми, где углубленный уровень изучения. Но для этого необходимы и учебники, и, соответственно, и разработка программы, и все, как говорится, наглядные средства, потому что это не просто изучение этого же параграфа в течение 2 уроков, а это углубленный уровень, выход на более значительное изучение географии. На базовом уровне обеспечивать выпускников школ необходимым объемом географических знаний и умений, достаточным для продолжения образования по направлениям подготовки специальностям, требующим наличия серьезной базы географических знаний, таким как экономика, журналистика, государственное и муниципальное управление, военная подготовка, международные отношения, экология, туризм и другие специальности. Поэтому не случайно концепция рассматривает, чтобы на эти отделения
также сдавали географию. Обеспечивать формирование базовых представлений и понятий национальной идентичности гражданина России. Обеспечить формирование учащихся общих базовых представлений о наличии географических систем в природе и обществе, о географической системности в природе и обществе. Подготавливать учеников к решению практических задач, связанных с повседневными проблемами и глобальными вызовами современной цивилизации. Согласовывать с индивидуальными траекториями развития ученика и открывать ему возможность продолжения образования на более высоком углубленном уровне. И здесь мы можем, конечно, отметить, что траектория, которую выбирает ученик, она учитываться. Это сегодня работа не на усредненного ученика, а, соответственно, работа с каждым учеником. На углубленном уровне обеспечивать выпускников школ необходимым объемом географических знаний и умений, достаточным для продолжения образования по направлениям подготовки специальностям географического цикла: океанология, метеорология, гидрология, картография, военная подготовка, геокология, а также смежными с ними экология, природопользование, землеустройство, геология и другим профильным специальностям. Здесь мы можем отметить, что да, все эти направления являются очень важными, и каждый учащийся может выбрать то или другое направление. И хотя сегодня сдают очень мало учащихся географию, даже не по географии прием осуществляется, но, соответственно, концепция должна решить и эти вопросы. Создать широкие возможности для выстраивания индивидуальных траекторий, я уже сказала, особенно с углубленным изучением теоретических основ отдельных отраслей географической науки, в сочетании с практикоориентированной научно-исследовательской и проектной работы по географии. Ну а для этого, конечно, и будут технологии, связанные, проектные технологии, технологии, связанные с исследовательской и так далее. Дополнительное образование, на которое сегодня обращаем, потому что ученик, кроме того, что он должен заниматься уроками, должен интересоваться, иначе возникает определенная пустота, и ребенок займется, ученик, совершенно другими делами, не связанными с учебной деятельностью, попадает порой в плохие компании, это уже потерянный будет человек для общества. Поэтому, конечно, здесь мы должны смотреть, чтобы ученики наши занимались в кружках, в секциях, в клубах, в том числе и географического направления, самых разнообразных. И не случайно раньше, как я помню, работая в школе, мы в сентябре приглашали работников разных секций, кружков, они выступали. Сейчас это тоже продолжается, я знаю. И у нас в ВУЗе везде предлагают, приглашают на открытые мероприятия, много другое. То есть ученик должен выбрать для себя, а кем же он будет, а может попробовать и географический, или туристический кружок, краеведческий и так далее. То есть это является очень важным на сегодняшний момент, иначе, еще раз говорю, пустоты не бывает. Эта пустота будет чем-то заполнена, улицы, какими-то встречами, может, сомнительными людьми и так далее. Система мероприятий, проектов, реализуемых общественными организациями, такими как Русское географическое общество, Всероссийское движение школьников, Военно-патриотическое юнармия, Общество знаний и другие. Ну, сегодня мы знаем прекрасно, что Русское географическое общество очень много в этом направлении делает. Открываются целые смены географического содержания в пионерских, бывших пионерских лагерях, таких как Артек, Океан и так далее. Ну и, конечно, сегодня и новые формы работы, дистанционное географическое образование, интерактивные экспозиции, географические всевозможные проекты, надо отметить, и в сети интернет, фенологические, краеведческие, добровольческие и многое другое. Вот я знаю, что во многих школах сегодня эти географические проекты осуществляются. Например, в 36-й школе, в которой
работает Елена Михайловна. Я была не раз на защите проектной деятельности. Я знаю, что все учащиеся выбирают те или другие предметы, пишут, выступают друг перед другом, их оценивает жюри, отмечает, дорабатывают они. И поэтому вот там, где поставлена эта работа, и учащиеся заинтересованы в получении географических знаний и составлении этих проектов. Система подготовки повышения квалификации педагогических кадров в области географического образования. Для преподавателей географии должна быть обеспечена возможность профессионального роста в форме научной и прикладной работы, дополнительного профессионального образования. Ну, а с этой целью, конечно, это многочисленные курсы, которые существуют и должны непосредственно, конечно, быть различного рода. Здесь необходимо, конечно, отметить, когда мы говорим о системе подготовки, это стажировку, это, соответственно, и прежде всего проведение независимых общественных тестирований уровня подготовки учителей, педагогов. Сегодня это является очень важным. Я помню, что в свое время математики и другие предметы осуществляли тестирование уровня подготовки учительского коллектива, учителей. Поэтому, конечно, это направление, оно тоже должно быть. Необходимо обратить, конечно, здесь внимание, и будет обращено лучшим учителям географии, стипендии молодым ученым, специалистам. Далее географическое просвещение и популяризация географии. Это организация комплексных медиакомпаний, посвященных юбилейным датам отечественной и мировой географии. Поэтому опытные учителя, они обязательно связывают проведение географии с важными датами юбилейными и отечественных географов, и географов земного шара. Организация массовых просветительских мероприятий, фестивалей, фотовыставок, лекториев и так далее. Производство художественных научно-популярных фильмов географической тематики в рамках работы общественных организаций, государственного заказа. Потому что на сегодняшний день, конечно, научно-популярные фильмы должны быть, чтобы учителя могли их использовать в проведении уроков. Надо отметить, что здесь многое делается русским географическим обществом. Созданы фильмы, допустим, о Байкале, фильмы и уроки, так называемые, о различных регионах нашей страны. И это, конечно, государственный заказ. Выпуск научно-популярных справочников, художественных, географических изданий. Если раньше за книгами стояли, как говорится, перед открытием магазина, чтобы купить, сегодня, оказываясь в магазине книжном, смотришь, полки завалены, а, значит, соответственно, многие книги и справочники не востребованы. Проведение общественных образовательных акций, географических диктантов, географических смен в детских оздоровительных центрах. Это я уже говорила, экспедиции, походы и так далее. Но вот надо отметить, что географических диктантов каждым годом участвует все больше и больше учащихся и вообще людей принимают участие в географических диктантах. Расширяется прежде всего и количество площадок, в которых принимают участие. И это, конечно, радует, потому что интерес к географии есть. А сами задания этого географического диктанта очень и очень интересны, которые могут в дальнейшем быть использованы и в проведении уроков. Они не только интересны по содержанию, но и хорошо оформлены, имеют и картографическую основу, и непосредственно, конечно, иллюстрированы и так далее. То есть эта работа может быть осуществлена и в работе учителя.
Поддержка существующих и создание новых молодежных общественных объединений клубов, развитие географических интернет-проектов, введение специализированных интернет-порталов, блогов в социальных сетях, создание интерактивных музеев, поощрение популяризаторов за счет соответствующих премий. И поэтому, конечно, мы думаем, что географическому образованию будет уделено достойное внимание. Как же будет реализована концепция? Разработка нового стандарта. Сегодня мы говорим, что нас старый не устраивает стандарт школьного географического образования. Разработка требований к структуре учебно-методического комплекса по географии с последующим проведением конкурса на создание ограниченного числа линеек учебников по географии. Об этом мы говорили. И, наверное, в будущем мы придем к одному учебнику. Конечно, если все крупнейшие ученые, методисты, педагоги сели, договорились и создали один учебник географии, как было раньше в Советском Союзе. По этому учебнику мы работали от крайней восточной до крайней западной точки, от крайнего северной до крайнего южного. И где мы бы не были, одна и та же программа, один и тот же учебник, одни и те же требования. А сегодня, когда у нас очень много учебников, соответственно, одни проходят сельское хозяйство, другие машиностроительный комплекс и прочее, прочее, прочее. Подготовку предложений по изменению федеральных государственных образовательных стандартов, разработка содержательных минимум понятий, терминов и географической номенклатуры для соответствующих уровней географического образования, подготовку предложений по уточнению примерных основных образовательных программ. Это сегодня тоже непосредственно требуется, иначе каждый считает учитель, чем больше ученик якобы будет знать, тем лучше. Но кроме урока географии у него масса других предметов, и должна быть четкая нормализация учебной нагрузки, которую мы даем учащимся. И поэтому, конечно, один ученик легко усваивает, имеет прекрасную память по той же номенклатуре и так далее. Но есть ученики, которые с трудом осваивают наш предмет географии. И также и другие предметы. Поэтому тут, конечно, мы можем говорить, что да, здесь много вопросов связанных. И то брожение, которое существует на протяжении длительного периода в нашей стране по количеству учебников и многому другому, это вызывает, конечно, определенные сложности и трудности. Сохранение количества часов по предмету, об этом мы постоянно говорим, в объеме 2 часов в неделю в каждом классе, с 6 по 9 класс. И раньше у нас, допустим, возьмем в 7 классе, там, где изучается один из самых интереснейших предметов, география материков и океанов, было 3 часа. Сегодня практически сокращение, порой в некоторых школах, в 6 классах, в 7 классах по 1 часу. Это практически работа в никуда. Конечно, мы много говорим о ведении курса географии родного края для 8-9 классов по 1 часу в неделю в каждом классе за счет части учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса, потому что без знаний своего родного края это невозможно понять. И востребованность, и прежде всего особенности. И должен быть самостоятельный отдельный курс физической, экономической части. И таким образом учащийся через свою территорию, а своя территория является эталоном для ученика. И поэтому лучше он поймет и географию как нашей страны, и географию на мировом уровне. Потому что именно география рассматривать все процессы и явления на 3 уровнях. На уровне локальном, на уровне региональном и уровне глобальном в рамках всего земного шара. Но тем не менее свой родной край остается для учеников эталоном. Поэтому, конечно, географии родного края нужно уделять должное внимание. А на сегодняшний момент надо сказать, что в некоторых школах ведется, а в других только в рамках
изучения географии России. Поэтому не случайно население, допустим, Российской Федерации и Республики Коми, что можно на таком уроке дать и включить по Республике Коми. Включение географии как обязательного учебного предмета на базовом и углубленном уровнях во всех профилях старшей школы, в общественно-научном, в общем, естественно-научном, в объеме не менее 2 часов в неделю, в каждом классе, в 10 и 11 классах на базовом уровне, и не менее 3 часов в неделю в каждом классе, 10-11 на углубленном уровне. На сегодняшний день у нас география чаще всего изучается в 10 классе 2 часа или в 10, в 11 по 1 часу. Это тоже получается, что абсолютно через неделю ученик уже все забыл, что было. Поэтому это разговор, как говорится, непредметный. И обратите внимание, если будет 2 часа в 10 и 2 часа в 11, то это лучшая подготовка учащихся и осознание значимости географии. Иначе в 11 классе, если у нас географии нет, то когда мы готовим учащихся непосредственно к ЕГЭ, у них забыт и географический язык, и номенклатура, и с трудом мы осуществляем подготовку учащихся к единому государственному экзамену. В концепции отмечается, что введение географии в качестве обязательного предмета государственной итоговой аттестации ГИА в форме основного государственного экзамена ОГЭ для выпускников 9 класса для современного выявления существующих пробелов в знаниях. Надо сказать, что на сегодняшний день, вот не дадут здесь соврать наши учителя, присутствующие, где-то более 30% учащихся сдает в 9 классе и выбирают географию. А география у нас по выбору. Более 30%. Конечно, сдавать все, если будут, это проблем будет очень много для учителя в подготовке учащихся 9 класса. Есть сегодня школы, где более 100 учащихся сдают в 9 классе, если параллелей довольно много. И подготовить всех учеников, чтобы они выбрали географию, это, конечно, будет проблематично. Особенно с таким количеством часов. Да, особенно с таким на сегодняшний день количеством часов, конечно. Это нужно изменить в начале количество часов, а потом уже вести, а потом уже говорить о том, что в 9 классе все будут сдавать. Мы не против этого. Это поднимет престиж, конечно, географии. Это все прекрасно понимают. Престиж географии, который должен быть, конечно. И об этом говорил Максаковский много раз, о том, что да, география у нас находится в загоне, на задворках Российской империи. Поэтому, конечно, здесь необходимо вот этому обратить внимание. Введение в качестве обязательного ЕГЭ по географии в связи с высокой значимостью данного предмета наряду с русским языком, литературой, историей для формирования общенациональной идентичности, патриотического воспитания молодежи. Мы тоже за это, когда у нас география будет и в 10 классе 2 часа, и в 11 классе 2 часа. А если это профильные классы, 3 часа там и там, тогда да, возможность подготовки географии к ЕГЭ всех учеников, как это делают у нас учителя истории, допустим, литературы или русского языка, хотя часов у них значительно больше. Но тем не менее, работая сообща в этом плане и учитывая метапредметные компетенции, можно достичь, конечно, более высоких результатов и отношений в целом географии всех тех, кто задействован в учебно-воспитательном процессе. Усиление практической направленности. Мы много раз об этом уже поднимали как-то вопросы на наших методических объединениях городских, именно география. Практическая направленность должна присутствовать предмета. Иначе получается, как исповедь одного выпускника, который стал учителем, он говорит: всему учили, а то, что пригодилось, это очень маленькая часть. А вот таким образом нужно осуществлять предмет, наш предмет географии, чтобы это была практическая направленность.
не просто знание каких-то закономерностей, каких-то процессов, а прежде всего с точки зрения, как это и где это он может использовать. Ну и, конечно, здесь обязательно практические работы в каждом классе. Проектно-исследовательская деятельность на основе географического содержания в основной школе. И опять же, все практические работы должны быть четко определены, четко выдержаны, чтобы они все перекликались, наверное, заданиями, в том числе и ОГЭ, и ЕГЭ, и были необходимы для подготовки в этом направлении с практическим применением. Восстановление, а в некоторых случаях введение географии в качестве обязательного вступительного испытания. Мы сегодня тоже уже об этом говорили на примере. На обучение по ряду специальностей, направлений подготовки: экономика, туризм, международные отношения и другие. Поэтому я помню, когда я читала раньше лекции для подготовительных курсов СГО и на экономику, это были огромные, полные аудитории тех, кто собирался поступать. А сегодня, вот мы говорим, всего лишь маленькая горстка ребят, которые сдают географию. Поэтому пока не решат на уровне Министерства образования, по каким, где будет география сдаваться, мы не сдвинем с мертвой точки и введение географии в качестве образовательного, вступительного, конечно. Так. Ну и целевые показатели и ожидаемые результаты. Удвоение числа абитуриентов на географических специальностях вузов до 2021 года. Это, конечно, приветствуется, потому что вы прекрасно понимаете, детей становится все больше и больше, а значит и будет не сужаться, изменяться, уменьшаться набор, а увеличиваться благодаря демографической политике нашего государства. Как-то показывали, значит, накануне 1 сентября школу, и учителя начальных классов вычерчивают участки, где будут размещаться классы. Удивительно, говорят, но с каждым годом все больше первых классов поступает благодаря рождаемости. И уже от А до К можете представить себе, да и в наших сегодня школах. Первых классов, вторых много. Поэтому, конечно, будет расширяться и удваиваться количество абитуриентов на географические специальности. Увеличение среднего балла ЕГЭ по географии и всероссийских географических диктантов тестирования на 20%, обратите внимание, к 2023 году. И это не случайно. Если будут сдавать не тех только, кто выбрал географию, а все и будут готовиться качественно, то я думаю, что и повысится средний балл. Тем более будет уделено должное внимание и объему часов, и четкому определению и структуры учебников, и содержательной части учебников. Увеличение конкурса на географических факультетах педагогических вузов на 10 в 2021 году и на 25% в 2025 году. Это не будет, сколько дали заявлений, мы всех приняли, а это будет конкурентная, соответственно, борьба. Самые лучшие поступят, а значит и более высокого уровня будут учителя завершать обучение в вузах по географическим специальностям. Росту количества кружков, клубов, секций географической направленности в России на 30% к 2021 году. Это будет возможно еще и по той причине, что школы строятся, перейдут к односменной системе работы, а значит, во второй половине дня возможно занятия кружков, клубов, секций географической направленности. И это, конечно, будет очень важным для нашей страны. Увеличение числа всероссийских и региональных географических акций, выставок, лекторий, других мероприятий. Обратите внимание на 50% к 2021 году.
Поэтому во всех этих мероприятиях должны принимать активное участие учителя вместе с учащимися. Росту объема географической ориентированного содержания в познавательных, научно-популярных разделах электронных и печатных СМИ на 20% к 2021 году. Поэтому, наверное, будут отдельные каналы, именно связанные с географической ориентацией, как это были, и мы с удовольствием раньше смотрели «Вокруг света» и многие-многие другие. Сегодня есть тоже попытки в этом плане, которые показывают красоту природы различных регионов и нашей страны, в целом мира. Вот «Пятница», по-моему, да, и многие другие, конечно, каналы раскрывают. Так. Работа с одаренными детьми – это у нас третий вопрос по географии в условиях реализации ФГОС на уровнях основного и среднего образования. И я даю слово Ларисе Михайловне. Лариса Михайловна, двигайтесь сюда немножечко, чтобы вас тоже видели. Пока мы вас не видим. Ну, сначала, значит, кто такой одаренный ребенок? Да, ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями или имеет какие-то внутренние предпосылки для таких достижений в том или ином виде деятельности. Но для диагностики одаренности можно использовать следующие методики. Они представлены на слайде. Это методика интеллектуальный портрет, методика карты одаренности, методика оценки общей одаренности. С этими методиками можно ознакомиться в сети интернет. Они доступны. Ну, с какими же проблемами сталкиваются учителя в организации работы с такими детьми? Ну, прежде всего, это отсутствие у педагогов знаний об особенностях проявления детской одаренности, видовом ее разнообразии, функционально-целевая направленность школы в плане развития интеллекта учащихся. Это ориентация школы на уравнивание под среднего, без прогноза на индивидуальное развитие. В работе с одаренными детьми наиболее эффективными из современных педагогических технологий являются технологии продуктивного обучения и компетентностного подхода. Это исследовательские, проблемные, проектные виды деятельности. И сегодня мы с вами коротко остановимся на исследовательской технологии. Целью исследовательской деятельности является приобретение учащимися функционального навыка исследования как универсального способа освоения деятельности, развитие способности к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний. Исследовательская деятельность является одним из важнейших инструментов познания окружающего мира. Это с одной стороны. А с другой стороны служит особой формой организации внеклассной работы, ну, в данном случае по географии. При правильной организации исследовательской деятельности, конечно же, повышается мотивация к учению, улучшаются результаты, качественная успеваемость и эмоциональный настрой. А какие же существуют проблемы организации исследовательской работы в школе? Это возникают трудности с практическим использованием полученных результатов в ходе исследования. Это и выполнение самой исследовательской работы. Зачастую объектами, предметами исследования являются объекты природы, и для изучения необходимо выходить в природу. А выход возможен в весенний либо осенний период. Школьники в это время находятся на каникулах, учителя в отпусках, поэтому вот в данном направлении возникают вот такие трудности со сбором материалов. Это соблюдение авторских прав на результаты исследовательской работы. То есть, когда ребята свои работы выставляют в интернет, в сети интернет, да, то, конечно же, могут кто-то с этими результатами воспользоваться. Какие же необходимы ученические компетентности для исследовательской работы? Это умение работать с рекомендованной литературой, ну, прежде всего, литературой научного содержания. Это умение критически осмысливать материал, представленный в данных источниках.
умение четко и ясно излагать свои мысли. Ну и, конечно же, необходимы особые требования к личности самого педагога, которые занимаются научно-исследовательской работой со школьниками. Педагог должен быть творческой личностью, постоянно заниматься самообразованием, занимать активную педагогическую позицию, иметь собственное стремление к исследовательской деятельности. Также педагог должен уметь прогнозировать перспективу собственной деятельности, так и деятельности самого учащегося. Педагог должен уметь налаживать деловые формы общения с учащимися, уметь диагностировать творческие способности учащихся. В то же время нужно здесь добавить, педагог должен быть связующим звеном между не только учеником и научными сотрудниками, с которыми можно вести консультации. Только у творческой личности может появиться творческий ученик. Да. И это, соответственно, 1 в 1. Ну и давайте рассмотрим основные шаги. Значит, с чего должна начинаться любая исследовательская работа? Конечно же, с выбора темы исследования, области исследования. Ну и формулировку темы следует начинать со слов анализ, сравнение, изучение, влияние, определение или выявление. Тема работы, конечно же, обязательно должна быть созвучна с целью работы, ее задачами. И, конечно же, подкрепляться рабочей гипотезой. Любая исследовательская работа проходит путь от изучения имеющихся по данному вопросу литературы и постановки целей до подбора методов исследования и анализа полученных результатов. На первом этапе, подготовительном этапе, учащиеся изучают литературу, занимаются сбором предварительных данных об объекте изучения, подбирают методики и необходимое оборудование, заводят дневники наблюдений. На втором этапе, экспериментальном этапе, в процессе полевых исследований, это могут быть экспедиции, полевые практики и других видов деятельности, учащиеся проводят системные наблюдения, занимаются сбором информации, закладывают опытные ключевые участки, делают их описание. На третьем этапе, это камеральный этап, осуществляется уже обработка образцов экспедиционных материалов, определяется видовой состав, создаются коллекции, гербарии, составляются таблицы, проводится математическая обработка результатов, построение диаграмм, карт и графиков. Следующий этап – аналитический. Здесь проводится работа по выявлению причинно-следственных связей, закономерностей, экологических проблем, составляются рекомендации и предложения. Большой этап, отчетный этап. На этом этапе составляется отчет об исследовательской работе по следующим разделам. То есть, как должна быть оформлена уже работа. В исследовательской работе обязательно выделяет раздел «Введение», где раскрывается актуальность темы, новизна, цель, задачи исследования. Разрабатывается план исследования, вернее, представляется уже в письменной форме. Проводится литературный обзор. В экспериментальной части ведется описание методики исследования, постановки эксперимента, изложение результатов, использование и комментарий карт, диаграмм, таблиц. Это могут быть также и фотографии. Следующий раздел – это выводы и предложения по работе. Ну и, конечно же, в конце оформляется список литературы, который тоже по всем требованиям должен быть. Следующий этап – информационный, когда на этом этапе предусматривается ознакомление коллектива класса, школы, населения микрорайона, может быть, это органов власти, ведомств, служб, печати с полученными результатами, предложениями и рекомендациями по изучаемому вопросу. На практическом этапе необходимо участие в реализации высказанных в работе предложений и рекомендаций, участие с докладами на научно-практических конференциях, в конкурсах и выставках, пропаганда знаний. Это может быть подготовка лекций по проделанной работе, бесед, устных журналов, проведение экскурсий, разработка листовок агитационных, издание стенных и печатных газет, оформление
выставок, проведение тематических вечеров и праздников. Ну и, конечно же, участие в практических делах. Это может быть по озеленению улиц, парков, восстановлению, охране родников, зон отдыха, ну, если данные вопросы входили в область исследования. Исследования. Да. Это очень важно является. Конечно. Когда сами учащиеся участвуют в этой практической деятельности. Да, когда они вот выявили эти проблемы, да, и ликвидировали их. Угу. Ну, и, конечно, остановимся на типичных ошибках, которые допускаются в исследовательской работе школьников. Неправильная формулировка темы или названия работы, то есть она не созвучна с целью. Отсутствие контрольной группы или неправильный ее подбор при проведении эксперимента. То есть выбирается только опытная группа, но про контрольную группу вот забывает. Да? Отсутствие статистической обработки полученных результатов. Неверная интерпретация полученных результатов. Ну и, конечно же, несоответствие выводов и результатов исследования. Вот основные вопросы. Конечно же, работа с одаренными может включать и работу такую, как олимпиадное направление. В методической копилке на сайте «Открытое образование» в разделе «География» размещены задания регионального этапа школьной олимпиады по географии и ответы к ним. Вы можете с ними ознакомиться для подготовки, да, поработать и использовать для подготовки уже в следующем году для участия в олимпиаде школьников по географии. Ну вот на этом основные вопросы, которые были запланированы на сегодняшний день, мы с вами рассмотрели. Ждем ваших вопросов. Может, они уже поступили? Нет, пока нет. Ну, если говорить о работе с одаренными, она же многоплановая работа. Эта работа, как уже было сказано, это только одно направление. Мы взяли сегодня направление исследовательского такого толка, что имеет сегодня место, потому что очень много сегодня делается в школах, во многих, по именно работе и выступлению учащихся на разных уровнях. Но, конечно, это могут быть и другие формы работы. Работа с одаренными, кружковая работа, подготовка олимпиадников. Почему-то у одних прекрасно получается, и каждый год они у нас выставляют олимпиадников. Другие на это не обращают внимания, только перед проведением уже олимпиады готовят этого ученика. Поэтому и тут, наверное, накоплен богатейший материал у многих. Я думаю, что вы откликнетесь, наверное, и я думаю, что в дальнейшем мы тоже продолжим данную работу, раскроем, может, методику подготовки к олимпиадам. Если систему работы, может, выступят некоторые учителя по системе работы, по подготовке. Эта методика может быть очень разной работой. Вот. Поэтому, конечно, здесь много подходов к этому существует. Так что ждем от вас вопросы. Но и имейте в виду, что вот олимпиада, которая там республиканская, там есть ошибки в самих заданиях. Я думаю, что вы их заметите. Неверно указана численность населения некоторых стран, и по ним нельзя определить. А также неверно указана и урбанизация этих государств. Поэтому вы там разберетесь с этими вопросами, на что необходимо обратить внимание учащихся при подготовке. Мы дали не просто вопросы, мы дали вам и непосредственно, надо отметить, и ответы, чтобы вам было проще прорабатывать материал по уровню, который идет на республику. Потому что муниципальный уровень, тем не менее, и задания, и ответы высылаются на каждый муниципалитет. И вы тут имеете возможность изучить, рассмотреть, поднять вопросы. На региональный уровень мы тоже решили
дать, чтобы вы имели этот материал и постепенно накапливали за многие-многие годы систему вопросов, заданий. Ну и, конечно, данная работа должна быть системной работой. Именно только системная работа дает определенный результат. Бессистемная работа или перед только Олимпиадой к успеху, конечно, не приведет. Вот на это, пожалуйста, и ориентируйтесь в будущем. Поступили ли вопросы? Нет, пока вопросов нет. Ну, я думаю, что мы с вами, хоть и не рассматривали систему аттестации и проблемы совершенствования оценки профессиональной компетентности учителя сегодня, но посмотрев, вы многое поймете. Поэтому сегодня выход именно на компетентностный подход. И портфолио направлено именно на этот раздел. Ну, а соответственно, каким образом, если у вас какие-то вопросы возникнут, вы можете непосредственно, конечно, задать эти вопросы уже Мерковой Светлане Анатольевне. Можете и нам направить, да. Мы переправим, соответственно. Я выражаю также огромную благодарность, что начали поступать открытые уроки учителей, да, и довольно хорошо подготовленные. Вот я тут держу конспект урока обобщение по теме «Атмосфера» учителя географии МБУ СОШ номер 1 города Сосногорска Андрющенко. И надо сказать, что оно составлено по современным сегодня технологиям, четко выделены и цели, задачи, результаты, то есть то, что сегодня требуется. И огромное спасибо, что вы откликнулись. Мы думаем, что мы это будем выставлять на сайт. Да, уже работа размещена. Размещены работы. Да, методической копилки. Да, и будут еще размещены. Поэтому, пожалуйста, включайтесь в такую систему работы, потому что, конечно, то, что вы провели, пропустили через себя, особенно для молодых учителей, это будет очень ценно. Конечно, они могут взять что-то за основу, но любой урок, он рождается прежде всего и имеет нормативную основу. И любой урок, кроме нормативной основы, имеет и творческую основу. Поэтому даже если одна и та же тема, и вроде бы и конспект может быть написан, использовано что-то общее, но никогда одинаковых уроков не будет, потому что он состоит из двух отдельных частей, в том числе и творчество учителя, кроме нормативной базы. Нормативная база является основой основ проведения, конечно, урока. Ну, я думаю, что планируя на следующий год, на следующий год мы возобновим эту работу. И также, наверное, около 4 таких заседаний будет у нас по географии. Но мне думается, что вопросы актуальны сегодня в плане географического образования. Это вопросы экологизации, это вопросы, связанные с гуманизацией географического образования, именно содержательной части. Это экономизация и социализация. Вот это основные направления, которые в свое время еще выдвигал Максаковский в своих работах. Поэтому я думаю, что мы, основываясь на развитии географического образования в этом ключе, будем поднимать. Ну а также, наверное, я думаю, что мы будем освещать основные подходы и то, что наработано самой географической наукой. Не случайно ведь в журнале «География в школе», в журнале «География и экология 21 века» всегда в передовицах даются статьи, которые выходят на уровень именно научного обоснования тех или других вопросов, закономерностей, новых достижений самой географической науки, а в дальнейшем уже
выход на те методики и те подходы и опыт учителей различных регионов нашей страны, который является очень важным, потому что именно вместе и рождается такой предмет, как методика обучения географии, теория методика, потому что все, что когда-то мы изучали и рассматривали, сегодня это реализуется в школе. А наработанные конспекты и многое другое ложатся для теоретического обоснования. То есть такая прямая связь, которая существует. Поэтому, конечно, и я думаю, что мы затронем вопросы подготовки к Олимпиаде и многое другое. Возможно, конечно, выход и на, может быть, и уроки, связанные и подготовку, если такая подготовка нужна, чтобы опытный учитель объяснил какие-то вопросы и многое другое. Я думаю, что мы можем такого рода семинары не только для учителей и методистов проводить по географии, но я думаю, что и для учащихся, которые интересуются географией. Они бы можно было, скажем, тему населения показать и разработать подготовки как в 9 классе, так и в 11 классе для наших учащихся. Тем более мы знаем, что в некоторых школах географию ведут и другие учителя, не географы, поэтому не всегда могут качественно и полноценно объяснить те или другие задания. Ну а кроме того, конечно, из-за большой занятости порой учителей, когда вся нагрузка в школе ложится на одного учителя, не до жиру быть бы живу, есть такая пословица, поэтому учителю лишь бы дать этот материал хотя бы на уровне стандарта, не говоря уже о такой подготовительной работе. Так, может, какие-то дополнения будут присутствующие? Елена Михайловна. И все, да? Так, ну мы ждем вопросы. ваших вопросов. Я думаю, вопросы еще будут, да? Возможно, позже. На этом мы завершаем нашу трансляцию. Всего доброго. Да, и до новых встреч. До свидания. Еще вопросы. Да, сегодня долго. Да, очень серьезно, потому что мне кажется, это просто серьезная такого очень серьезного. Там просто написать.